Переселенцы из Крыма и Донбасса имеют право голосовать на всех выборах в Украине и баллотироваться в советы всех уровней. Об этом шла речь на круглом столе в Киеве с участием самих переселенцев, международных экспертов, политиков и представителей Кабмина. Выбирать и избираться – неотъемлемое право гражданина, уверены участники встречи. Но вот их прогнозы на реализацию этого права неутешительны. За 2 года войны на Донбассе и аннексии Крыма в Украине прошли президентские, парламентские и местные выборы. Крымчане и жители Донбасса смогли выбрать главу государства. Поучаствовать в остальных выборах удалось единицам. Один из них – переселенец из Евпатории Яков Витюк. Он отстоял свое право в апелляционном суде. Эта коллегия судей сочла возможным приравнять регистрацию в справке переселенца, где есть регистрация о моем месте временного проживания, к регистрации в паспорте. То есть приравнять. Этот же суд только спустя 2 часа и с другим составом судей в этом праве отказал жене Якова, Жанне Зиновьевой. Суд длился, не больше 15 минут. То есть мы пришли, заявили о своих правах, передали все. Нас попросили выйти тут же на решение суда. И через 5 минут нам уже распечатанный вариант решения суда передали. Это говорит только о том, что это было заранее подготовлено, что судебный процесс велся с нарушениями процессуальными. И в решении суда мне было предписано, что я должна осуществлять свои избирательные права по месту прописки, то есть в Крыму. На том участке, где голосовал Яков, было 2 тура. Когда он пришел 2-й раз, то не нашел себя в списках для голосования. Избирательная комиссия на данном участке избирательном сочла, что решение суда относится только к 1-му туру, ко 2-му туру оно никак не относится, поэтому сказали, извините, ничего не знаем, до свидания. По мнению независимого консультанта по выборам Ханны Робертс, без права голоса переселенцев у Украины нет будущего в Европе. І крім того, це свідчить про те, що порушується рівність у цьому виборчому питанні, а це вже становить проблему для тих зобов'язань, які для себе взяла Україна. І крім того, це викликає таку загрозу маргіналізації. О поддержке переселенцев говорят и парламентарии, и чиновники. Мають бути зміни до законодавства, які будуть стабільними, які не будуть мінятися за кілька місяців до виборів. Я хочу нагадати, що останній закон про місцеві вибори було прийнято за 4 місяці до дати місцевих виборів. Уряд нарешті почне керуватися не просто здоровим глуздом, а стратегічним баченням з точки зору розуміння, що внутрішньо переміщені особи – це громадяни України. Для вирішення цих питань потрібно буде вносити зміни до чинного законодавства. На жаль, розуміючи те, яким чином працює наш парламент, я не очікую якихось реальних швидких змін. В парламент дважды вносили законопроекты, которые позволили бы переселенцам голосовать на местных выборах. Но ни один из проектов не прошел профильный комитет и не попал в сессионную повестку. Роман Спиридонов, Эльдар Исматов, Заман, АТР.